Этим врачам доверено самое ценное – здоровье детей. Раскраски с героями мультфильмов на стенах, ростомер и пеленальный столик – все это атрибуты детского врача. Послушать, как стучит сердечко, измерить окружности тела и начинают ли расти первые зубки. Плановый осмотр для новорожденных крайне важен. Анжела Амхадова – педиатр со стажем. Работать с детьми изначально не планировала, но ни о чем не жалеет. Анжела детей любит и считает их самыми благодарными пациентами. Педиатр принимает по графику и здоровых детей, и есть день детей, которые приходят к нему с заболеваниями. В день осмотра ребенка, здорового ребенка, педиатр смотрит ребенка, как он растет, развивается, взвешивает его, дает рекомендации. И если бывает необходимость, в этот же день ребенка вакцинируют. Ну и, соответственно, если ребенок пришел с заболеванием, тоже осмотр, рекомендации, и ждем ребенка на повторный осмотр. Бывает необходимость, направляют и на консультацию узких специалистов. Чтобы стать отличным специалистом, соответствующего образования мало, говорит Анжела. Важно еще быть хорошим человеком, умеющим найти подход к каждому пациенту. Надо быть хорошим человеком, который умеет найти подход к своим деткам, но не только к деткам, но и к родителям, к бабушкам, к дедушкам, тетям и дядям. Мы не только с детьми мы работаем, но и работаем с окружением, которое, естественно, которым воспитывается ребенок. Первый доктор в жизни каждого человека. Мадина Хамхоева профессию выбрала осознанно. Когда была помладше, возилась с малышами родных. В 11 классе осознала, кем именно хочет стать в будущем. Сейчас молодой специалист набирается новых знаний у более опытных коллег. Окончила университет, 2 года ординатуры. Только приехала в республику, начала работать в данной городской детской поликлинике. Очень нравится работа с детишками, хороший коллектив, хорошая поликлиника. Пытаемся найти подход к каждому пациенту и их родителям, чтобы все остались довольны и, самое главное, здоровыми. Сейчас у детских врачей все условия для комфортной работы. В рамках нацпроектов здесь появилось оборудование для узких специалистов – узистов, рентгенологов, биологов, отоларингологов и окулистов. Этот аппарат называется автокилотерефрактометр. Это исследование нарушений рефракции. То есть вот этим аппаратом мы можем выявить наличие либо гиперметропии, миопии, астигматизма, вот такие заболевания. Офтальмоскоп и авторефрактометр – настоящая абракадабра для простого обывателя и практически музыка для окулиста. Для измерения внутриглазного давления пневмотонометр был завезен к нам. Потом новая щелевая лампа для обследования переднего отрезка глаза. Также еще был завезен фундус-аппарат, фундус-камера называется он. Тоже делается снимок глазного дна, там уже цветной снимок делается. Электрофизиологическое обследование ЭФИ-аппарат нам был завезен. С новыми аппаратами ждут улучшений при оказании медицинских услуг и биологи. В лаборатории больницы теперь есть 2 современных автоматических анализатора для исследования мочи и крови. Это автоматический анализатор крови гематологический, который в минуту может выполнять более 19 параметров крови, основными из которых являются лейкоциты, гемоглобин, тромбоциты. Удобен он тем, что все параметры за минуту выявляются на цветном экране. И также можно их выпустить сразу же через принтер. Для этого достаточно пробу с биоматериала поставить под пробозаборник. Сделать снимки от головы до пяток. Рентгенодиагностическая телеуправляемая установка «Омега» может и не такое. Это еще один аппарат, который появился в детской поликлинике и упростил работу врачей. Несмотря на эпидемию коронавируса, педиатры продолжают работать в привычном режиме. И даже в свой профессиональный праздник детские врачи стоят на страже здоровья малышей. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24.